Исторический день, 18 марта 2014 года. Жители Крыма и города федерального значения Севастополя о своем желании вернуться в состав России заявили на весь мир. Больше 90% жителей полуострова на референдуме проголосовали за возвращение в нашу страну. Этот исторический выбор Владимир Путин назвал возвращением в родную гавань. Граждане России, дорогие крымчане, севастопольцы, после тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию. Той весной началась новейшая история полуострова. Ингушетия тоже не осталась в стороне от жителей нового субъекта Российской Федерации. В Крым из нашей республики были отправлены сотни тонн гуманитарного груза. На призыв региональных властей помочь крымчанам откликнулись практически все жители региона. И сегодня наши два субъекта связывают тесные дружеские отношения. Я поздравляю всех крымчан с этим праздником. Очень рад, что наконец-то историческая справедливость восторжествовала. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить боевых товарищей, своих афганцев, проживающих на территории Крыма. Пожелать им удачи, всех благ и процветания дальнейшего. Сейчас Крым и Севастополь не узнать. 7 лет, пролетевшие как одно мгновение. Сделано немало. На полуострове возводятся сложнейшие строительные объекты. Больницы, мосты, школы, детсады, дома и дороги. Красавец Крымский мост, наша трасса Таврида. Все это та работа, которая, железная дорога, которая сегодня реанимирована. Это все та работа, которая является основополагающей для того, чтобы развивался субъект Российской Федерации, Республика Крым, ну и город федерального значения Севастополь. Произошедшие изменения не перечислить. Впрочем, главное, что принесло решение 7-летней давности крымчанам, это мир и надежда на благополучное и стабильное будущее. Тамара Хашагульгова, Новости 24.